знать, как оказывать первую помощь, все-таки спасает жизнь людей. Все-таки есть шанс, да, есть шанс на спасение жизни человека. Спасибо большое. Всё. Друзья, ну что, думаю- сейчас мы, группа из 3 человек, в том числе и я, получил вот такое удостоверение и прошли курс по оказанию первой медицинской помощи в Республиканском центре медицины катастроф. И поподробнее об этом курсе, обо всех аспектах постараемся рассказать в этом выпуске передачи «Испытано на себе». Испытано на себе. Наше учреждение называется Республиканский центр медицины катастроф. Основная наша функция – это вот реагирование как и спасателей, как, ну, первым реагировать на чрезвычайные ситуации. Наши реагируют на это в течение буквально 2 часов сразу, да, на ЧС. Поэтому у нас у каждого здесь есть кабинет, где находится наш рюкзак. Тревожный чемоданчик называется, где у нас лежит одежда, рыльно-мыльные эти и продукты на 2-3 дня. Чтобы, когда произошло ЧС, мы никуда не заезжали за вещами, а сразу отсюда взяли, в течение 2 часов мы должны выехать. Но ЧС у нас происходит не часто, да, но происходит основная наша, ну, как повседневная работа, это санитарная авиация. Мы возим больных с разных труднодоступных мест, с районов разных, да, и возим их в центральные районные больницы, либо в город привозим. При этом, значит, мы привозим в основном экстренных больных. Да? Вот сейчас лето начнется, будет там иногда в 4 утра звонят и говорят, там, напал медведь, да? Ну, в данном случае мы все вызова принимаем только с центральных районных больниц. Да? Вот, например, у вас где-то там, не дай бог, произошло какое-то ЧП, да? Ну, где вы в лесу, например, находитесь, да? В первую очередь вы должны связаться с ближайшей больницей. И вот ближайшая больница, она передает информацию центральной районной больнице, да? И оттуда у нас поступает заявка. Ну, кроме того, мы еще обеспечиваем все вот эти массовые мероприятия, которые проходят в республике, да, СЭХ Аланхо, СЭХ Туймады, все спартакиады мы обслуживаем. Вот 5 числа будет слет волонтеров тоже, да, мы тоже туда идем, да, и будем тоже обслуживать и обучать первой помощи. Потом скажу я информацию. И еще у нас есть вот такая школа медицины катастроф называется, и мы обучаем население, все население, желающих, потом предприятия, заключают договора и обучается у нас. Значит, у нас бесплатно обучается только Нацгвардия, сотрудники МВД и мобилизованные по приказу Минздрава. Про первую помощь написаны федеральные законы, да, различные приказы, распоряжения, акты, да, которые определяют вообще объем скорой помощи, первой помощи. Первая помощь она оказывается любым человеком, да, то есть здесь не обязательно иметь медицинское образование. Значит, благодаря первой помощи у человека появляется шанс на жизнь, да, потому что иногда очень много вещей, когда человек до приезда скорой помощи, если ему элементарно помочь в каких-то вещах, а даже вот перевернуть устойчивое боковое положение, например, да, до приезда скорой помощи спасает жизнь, например, да. Если, например, человек, скажем, потерял сознание и лежит на спине, у него может произойти западение языка, может быть, да, а может быть, человек пьяный лежит, и у него или с черепно-мозговой травмой у него открывается рвота, да, лежа на спине он может захлебнуться вот этими рвотными массами, да, и до приезда скорой помощи уже умереть. Значит, поэтому элементарные вот эти вот вещи, которые мы можем сделать сами, да, мы можем спасти жизнь человека. А для этого вот существуют школы различные, которые обучают правилам первой помощи. Многие боятся, что мы начнем оказывать помощь, если можем сделать еще хуже, да, например. Поэтому есть такое понятие, как
крайняя необходимость. Это статья и в Уголовном кодексе есть, и в Административном кодексе есть, да? Они, значит, определяют то, что человек, который оказал помощь, но, скажем, причинил неумышленно вред, да, он действовал в условиях крайней необходимости. И по этой крайней необходимости к нему наказание применяться не может. Поэтому оказывать первую помощь не надо бояться. Да? Состав аптечек. Аптечки бывают, значит, автомобильные, да? А сейчас вот новый приказ был утвержден в 2009 году. И, может быть, вы заметили разницу, если вдруг когда-то... В общем, в моем детстве, когда была аптечка у папы, да, я открывала, смотрела, там был нитроглицерин, активированный уголь, валидол, да, очень много таблетированных форм. А вот с недавнего времени приказ изменился, и теперь в аптечках первая помощь находится в основном только перевязочные материалы. Перевязочные материалы и материалы, которые защищают человека от... защищает самого человека. Перчатки находятся, да, маски находятся. Значит, есть еще вторая аптечка. Эта аптечка, она должна находиться у каждого работодателя, да, аптечка работника для оказания первой помощи. Здесь она тоже содержит только в основном перевязочные материалы. И вот состав аптечек, он тоже регламентируется приказами. Да? Ну, вообще эти аптечки, конечно, потом можно самим дорабатывать, в смысле. И там, например, в этих аптечках есть жгут кровоостанавливающий, да? Но он совсем ни о чем, этот жгут. Он даже как бы... Вот ножницы есть, например. Да. Еще Вот ножницы, например, детские, да, они вообще ничего не режут. Поэтому, в принципе, купив эту аптечку, можно уже самому перекладывать, дорабатывать различные. И есть еще в этих аптечках вот такие вот изотермические одеяла, вот в развернутом виде. Вот они маленькие такие в упаковках, а в развернутом виде они очень большие, вот такие вот. Они нужны для согревания человека. Изотермические. Вот марафона никто не бегал. В конце марафона обычно в больших забегах выдают вот такие вот штучки и укрывают человека. А там одна сторона нагревает, другая охлаждает, как бы, или... Ну, по идее, так написано в инструкции, но на самом деле она нет. Просто согревает. Ну да, можно, например, если с этой стороны одеть, то солнце будет нагревать, а с этой стороны, если снаружи будет, то солнце будет отталкивать. Да, отражать будет. Поэтому вот такие вот изотермические одеяла, в принципе, можно к себе и в автомобильную аптечку положить. Номера, которые вызывают, значит, единый номер это 112, да, это сразу вызывается, скоро вызывается по номеру 103. Значит, если, например, произошло дорожно-транспортное происшествие, и человек находится внутри машины, но и при этом у него, скажем, имеется опасность возгорания машины, да, либо он находится без сознания, да, и ему нужно сердечно-легочную реанимацию провести, тогда мы извлекаем больного из автомобиля. Да, можно извлекать вот двумя способами. Вот, например, вот пострадавший, да, он в сознании, да, мужчина с той стороны, да, спрашиваешь, допустим, переводить что-нибудь, с одной стороны припрягай, вот, или не снимай, и вот так можно, раз, можно истекать туда, Вот, одну руку сгибает. да, если пациент без сознания, да, то же самое делаю. И подбородок нежно так. Прижимаем подбородок, ну, То есть к себе, да, да, к получается? себе надо положить, потому что это... А так можно сделать фиксацию шейного воротнику. Сейчас я видео покажу. На нем есть, как можно сделать, зафиксировать шею человеку. При любой травме всегда нужно фиксировать шею. Можно это не обязательно, вот для
у медиков есть такая штучка, вот, воротник шанс называется, да, который одевается на пострадавшего. Да? Но такой этот не всегда с собой же будешь таскать, да, поэтому можно сделать из подручных средств. Например, потому что там перчатки, валют. Можно газету внутрь завернуть? Да. Можно даже если вот рубашки же есть, на рубашках вот воротник он плотный. Это уже как получается, Да. фиксатор, да? Фиксатор получается. Испытано на себе. Тема вообще-то оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания, кровообращения очень большая. Но я вам расскажу основные критерии. Да? Ну, способы проверки дыхания и кровообращения у пострадавшего. Что нам надо сделать? Попытаться вступить с ним в словесный или тактильный контакт. Это обязательно. Проверить его реакцию. Да? Аккуратно надо пострадавшего потормошить, да, и спросить у него, что с вами случилось. Возможно такое, что вот пострадавший, мы же не знаем, чего этот пострадавший у нас лежит, например, на улице, да. Мы же не знаем, от чего у него там потеря сознания, да. Поэтому, возможно, он просто прилег. Возможно, он просто спит или пьяный, да? Поэтому надо обязательно потормошить, да? Ну, проверка дыхания. Ну, аккуратно, то есть наклониться пострадавшему, чтобы проверить дыхание, да? Ухом к рту. И в течение 10 секунд попытаться уловить дыхание, услышать дыхание и движение грудной клетки. В течение 10 секунд. Раз, два. Ну, мы в дальнейшем покажем все. Я обнаружил пострадавшего. Что для меня самое первое? Ваша безопасность? Да, собственная безопасность. Во-вторых, безопасность пострадавшего. Мы не знаем, от чего этот пострадавший лежит без сознания. Надо оценить за несколько секунд всю обстановку. Возможно, человек лежит на проезжей части, да, или возможно, что там под завалами, да, возможно, упадет на него кирпич, там какой-нибудь предмет, да, враждебно настроенные люди, да, злые собаки, ну, или, например, где-то что-то возгорание идет, или, например, где-то электрический ток, да, надо что? Устранить. Надо сделать безопасность для своего пострадавшего. Надо, как сказать-то, оттащить с дороги. Да? Мы же посередине дороги же не будем делать сердечно-легочную реанимацию. Да? Так, что надо? Мы оценили все, да? Смотрим, что надо сделать. Вы движение забыли. Что? Движение. Вот это? Да, всем говорят, да, вот так, да. Это делается так, когда людей много, например, да. Подходят, это я, все, подождите, я уже начинаю как бы осмотр, да, все. Посмотрели, так, молодой человек, что с вами, да, обязательно тактильный, словесный контакт нужен, обязательно. Что с вами, да? Человек не откликается, пострадавший не откликается, да? Одновременно сразу можно проверить пульс. Пульс не на запястье, потому что пульс бывает нитевидным, да? Который обычные люди не смогут почувствовать. Ну, это мы, медики, можем почувствовать, но обычный прохожий не сможет это почувствовать. Поэтому... То есть проверяем пульс на магистральных артериях, то есть на больших артериях, то есть на сонных артериях, на шее, да? Так, и начинаю, слушаю, вижу, ощущаю. То есть наклоняюсь ухом к рту, выдвигаю подбородок наверх, да? И в течение 10 секунд я должен услышать или почувствовать дыхание, да? Раз. И
поднимается ли грудная клетка у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Грудная клетка не поднимается, я дыхание не ощущаю. Молодой человек, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Вызывайте скорую помощь сразу. Вызывайте. Да, нет, говорите, потому что надо обращаться обязательно к конкретному лицу, если вы не один. Да? Например, молодой человек в красной рубашке, да? Позвоните в скорую помощь, сообщите, что случилось, да? Локацию, то есть местонахождение, что случилось, и что уже мы начинаем делать. То есть сообщили, все, скажите, что я уже начинаю делать сердечно-легочную реанимацию. Сердечно-легочная реанимация как делается? 2 пальца от мечевидного отростка наверх, то есть сверху, да? Лонной части ладони. Вот. Стою. Локти прямые, весом своего туловища. Раз, два, 3, 4, 5. Надо обязательно говорить вслух. Потому что... Запоминать, да? Да, запоминать. Сколько надо надавливания делать? 30. 30 раз. Вот. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Да? 30 надавливаний. Запрокидываем голову назад. И приподнимаем подбородок. Закрываем ноздри, то есть нос 2 пальцами. И делаем 2 вдоха. И краем глаза надо обязательно смотреть, поднимается ли грудная клетка. Да. Если, например, пострадавший лежит вот так в прямом, да, прямо лежит. Смотрите, как идет воздух. Не идет. Поэтому запрокидываем голову назад обязательно. Чтоб, как сказать, дыхательные пути освободить, да? Если мы будем вдыхать воздух в прямом положении, воздух может попасть куда? В желудок. Вот желудок, наверное, Да. Желудок. Может попасть в желудок и возможно, можем вызвать что? Рвотную, да, рвотную реакцию. Ну, мы же не будем, она весь вырвет, и мы будем рот в рот делать же, да? Поэтому 2 вдоха, краем глаза обязательно смотрим. И начинаем дальше. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в течение 30 минут делаем сердечно-легочную реанимацию. Или до приезда скорой медицинской помощи. Если в течение 30 минут, скорая не подъехала, 30 минут прошло, у человека что уже? Остановка сердца, наверное. Уже все, биологическая смерть. В течение 30 минут надо делать сердечно-легочную реанимацию. У нас мозг живет только 5 минут после асфиксии, после остановки сердца. Так, осложнения при сердечно-легочной реанимации. Какие бывают? Переломы ребер, да. Переломы ребер, разрыв печени, разрыв сердца может быть, разрыв трахеи может быть. Все возможно, да? Внутреннее кровотечение, да? Разрыв, то есть перелом ребер может, ребра, сломанные ребра могут вонзиться, да, сказать, да? И повредить легкие, да? И у нас может развиться пневмоторакс называется. Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости. Это уже осложнение. Так, но
перелом ребер, когда мы делаем сердечно-легочную реанимацию, как бы, да, не причина для остановки сердечно-легочной реанимации. Например, делаете сердечно-легочную реанимацию, ребра сломались, да? Все, мы не останавливаемся, мы делаем все равно сердечно-легочную реанимацию. У нас первостепенная задача что? Завести сердце. А вот переломы ребер, там это уже ему будут оказывать уже в больнице, да? В больницах. А получается, время от времени пульс проверяем также на артерии, да? Сонной. После СЛР он будет, например, если пострадавший дает признаки жизни, он может закашлять, может уже двигаться, да? Ага. Начинать двигаться. Например, мы уже оживили, да, как бы, да, уже сердце уже начало биться, больной прокашлялся. Что надо делать? Пока еще скорая еще не подъехала. Удобное положение, да? Да, вот. Оптимальное боковое положение. Что надо для этого делать? А есть разница, правый или левый бок? Да нет, такой разницы нет. Если вы с той стороны сидите, да, все надо на себя. На себя. Ну, как бы на себя удобнее будет. А не вот так поворачивать, вот так, да? Евгений, ложитесь, да. Опа. Так. Так, да? Да, ну, мы закончили сердечно-легочную реанимацию. Пострадавший прокашлял, дает уже признаки жизни. Что надо делать? Правую руку, 90 градусов, левую за правую щеку, да? Вот так. Левую руку, так, ногу, то есть, на колено и поворачиваем. Так, освобождаем. Ясно. Так, все понятно. Бывает. И немножко голову запрокидываем назад. Это делается для чего? Для во избежание западения языка. И запрокидываем голову назад, потому что, возможно, может быть рвотные массы, да? Все. И ждем уже как бы скорую медицинскую помощь. Это устойчивое боковое положение. Так, подождите. Устойчивое боковое положение. Нога не должна лежать вот так. Хорошо? Вот так. Вот. Поближе вот так. Вот, все. Испытано на себе. Так, обнаружили прохожего, то есть пострадавшего. Начинаем. Так, сейчас. Он лежит в безопасном месте или Собственная безопасность. Собственная безопасность. собственная безопасность? Да. То есть его не надо оттягивать никуда? Пока нет. Сначала собственно. Оценить за несколько секунд свою безопасность. Все. Оцениваем свою безопасность, обстановку. Если все нормально, то нужно убедиться в том, есть ли дыхание и пульс. Да. Для этого берем сонную артерию. Нет. Нет. Надо сначала что? Потормошить. Потому Возможно, просто спит. просто спит. Просто пьяный. И пошлет, наверное, еще. Да? Вставай. Все нормально? Так. Ну, пострадавший не откликается. Дальше. Дальше, надо проверить дыхание и начинали. пульс. Да. Дыхание и пульс. Значит, для пульса проверяем пульс на сонной артерии. Магистральной артерии. Магистральной артерии. И параллельно, да, можно это делать? Да, параллельно можно. То есть немножко надо все-таки сделать, да? Вот Запрокинуть голову, поднять подбородок. И чувствуем как бы либо звуки, либо дыхание и смотрим на грудную клетку. Да. В Поднимается течение она или 10 нет. секунд. Вот считайте Раз, тоже на уме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, вы убедились, что пострадавший не дышит, пострадавшего нету пульса.
приступаем к... я говорю, молодой человек, звоните в скорую. Звоните. Я должен уверенно и прямо Ага. указать на Да. определенного человека. Молодой человек, вот именно вот в таком тоне, чтобы он остановился. Эльмар, пожалуйста, нет, не надо. Конкретно надо конкретно сказать молодому человеку, в черной футболке подойдите, вызовите скорую помощь, пожалуйста. Молодой человек, вызовите скорую помощь. Мгм. Ага. И затем начинаю... Вы, например, да, уже, то есть, говорите, то есть, что случилось, сообщаете локацию, ну, адрес, там, туда-сюда. Мгм. И, А я говорю, что нет. скорая помощь должна что? Положить трубку последней. Принять... Да, да. Мгм. И я Вызов должен принят. также сообщить, что нет пульса, я начинаю делать Да. непрямой массаж сердца. Да. Ага. Так, для этого у нас, соответственно, голова запрокинута. И это я снимаю, да? Снимайте. Освобождаете. Так, я про два пальца вот Ага. откуда? Два пальца от мечевидного отростка наверх. Мечевидный отросток, это что такое? Мечевидный отросток это вот здесь. Это вот это солнечное Да, да, сплетение, не, да? нет, А, нет? под этой, вот, Под ней. да, вот Ага. он, вот он. То есть два пальца, это вот сюда. Ага. Нет, ага. Так, Вон стороной. Вот. Мгм. Так, скрестите. Нет, вот так. Мгм. Чтоб средний палец, ну, указывал как бы туда, да? перпендикулярно. Ага, перпендикулярно. Так, встаете ровно, 90 градусов. да, 90 градусов. Так, локти прямые и весом туловища. 30 надавливаний. Раз. Нет, Сильнее. посильнее. Вот это 3, тонкая грань, 5, да? 6, 5-6 сантиметров. Так. Раз, два, три, Частота пять. надавливания 100-120 минут. Это значит побыстрее надо. 15, 16, Вслух. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ага. Затем два. Запрокидываете голову, Открываю ага, рот, да? закрываете, нет, закрываете Нос. ноздри, Ага. ноздри, Опрокинь голову. запрокинь, ага. Поднять подбородок, ну, двумя пальцами вот так, можете вот так. Так, да? Ага. Так, Так, и и два вдыхаем. вдоха. И краем глаза должны посмотреть уже на... Нет, не получается. Нет. Нет, Что случилось? сильнее получается. Что сильнее? Ага. А, ничего себе. Сильнее надо. Сильнее дуть? Все. Ничего себе. Время этого вдохов 10 должно, да, 10 минут, около Секунд. 10 секунд. То есть. Ага. Ага. И Потом продолжаем. дальше начинается надавливание. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Раз, два, три, 4, Да, да, 6, побыстрее. 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, Слух, 7, слух. 8, 9, 30. Аж уши закладывает. Это прям реально вот как бы Да, да. в таком формате. Это еще как бы манекен, а если на живом человеке, это совсем другое. Там еще сильнее. Ну, По-разному бывает. конечно. У человека, например, который делает первую помощь, что, во-первых, у него стресс, он не знает, с чего начать, поэтому начинает человек, у человека, ну, как бы пульс под 120, под 150, ну вот. Всё? Ага, Так, еще раз. продолжаем. Да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Пострадавший дает признаки жизни. Ага. Прокашлялся. Раз, давайте. Прокашлялся, откашлялся. Дает какие-то движения. Так, значит, движение пошло.
Эту руку кладем перпендикулярно. Левая рука за правую щеку. Так, колено. Сюда. И... Ой. Вот так? Угу. Так, Она дальше. неустойчивая. Все правильно? А, правильно? Так, пальцы должны быть прямыми. Здесь надо обязательно, Под щекой? да, под щекой именно с тыльной стороны. Вот так, вот так. Вот так должен лежать. Да, вот так, А, вот так. То есть около щеки Да, да, вот таким так. образом. Ага. И немножко приподнять голову, Голову. чтобы рвотные массы, Мгм. массы ушли. Ну, Ага. это делается для чего? Чтобы не задохнулся. Чтоб во избежание западения языка. Да. Испытано на себе. Курс оказания первой помощи достаточно обширен и затрагивает многие случаи. Но в рамках передачи хотелось бы затронуть еще одну ситуацию, которая достаточно распространена. Это механическая асфиксия, или, проще говоря, когда человек поперхнулся. Инородное тело в верхних дыхательных путях может вызвать частичную или полную обструкцию. Например, частичная – это когда человек, например, поперхнулся, может говорить, может кашлять. Это есть как бы частичное. Он может как бы дышать, да? Но что-то мешает ему. А полное – это когда все конкретно там, как сказать, ну, Забито. все забилось, все, он не может дышать, он стоит весь синюшный, синий, хватается за горло, у него паника, да? Вот. И это и есть и уже полная обструкция, как бы. Не кашляет, не говорит, не дышит, да? Если у человека неполная обструкция, да, он кашляет, надо побуждать его кашлять. Давай кашляй, кашляй, давай кашляй, да? Вот. Если у человека, то пострадавшего, ну, у человека полная обструкция, да, надо немножко подойти сбоку, наклонить его, придерживая за грудь, между лопаток, толчки 5 раз. Раз. Между лопаток. А не вот так, не вот так, не вот так, да, между лопаток. Скользящие, как бы скользящие надо делать. Снизу вверх, да? Да, вот так. И вот так конкретно, да. Если мы будем вот так делать, наоборот пойдет. Поэтому как бы скользящий. Скользящий 5 раз. Все. Так, смотрим. Нам как бы у нас не вылетело, да, у нас мясо, да. Что надо делать? Второй способ. Метод Гаймлиха называется. Встаем сзади пострадавшего, чуть ниже, да. Обхватываем пострадавшего между пупком и мечевидным отростком, например, вот так, да, кулаком, и надо зажать на себя, как бы на себя и вверх, вот, например. И тоже 5 раз надо сделать. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Если ну вот мясо опять не вылетело, и обратно тоже. 5 ударов. 1, 2, 3, 4, 5. Результата нету. Опять. 1, 2, 3, 4, 5. Наклонить надо обязательно. Так, ситуация бывает такая, что у ну, этого пострадавшего, да, у него обязательно будет конкретная паника. А он не будет тут стоять, да, сделать вот так. Он будет бегать, метаться, очень трудно будет делать. Поэтому как-то надо успокоить человека, да, и подойти к нему сзади и начинать делать вот это, как там, метод Гаймлиха. Вот. Ну, обычно помогает вот этот метод Гаймлиха. Почему вылетает, например, мясо, да?
в диафрагме есть какая-то, как бы сказать, воздух человека, да? И мы надавливаем и создаем как бы давление изнутри. Вот. Вот. И поэтому соскакивает инородное тело. Так, а если, вот, например, поперхнувшийся тучный, да? Я человек, например, маленький, да? Как нам делать? Тучные обычно бывают на животе же побольше, да? В грудной области чуть как бы поуже бывает же, да? Поэтому именно грудную часть надо делать. Все, он синюшный. Ничего не выходит. Ничего не выходит. Полная асфиксия пошла. Так, чуть-чуть наклоняем, Чуть-чуть наклоняете. держим за грудную клетку и где-то вот здесь. Между лопаток. Между Между лопаток. Между лопаток. Ага. Между лопаток. Вот, да. Не здесь, а вот именно между лопатками. Раз, 3, 4, 5. Ага. Метод камеры. Это здесь. Что-то вылетело, кстати. Все. Вы пострадавшего спасли. Надо убеждаться, вышло ли или нет. А то выйдет, и вы начинаете, да? Значит, его долбить. Да. Все отлично. Надеюсь, этот выпуск вам позволил освежить в памяти основы оказания первой помощи, или же вы усвоили основные принципы. В общем и целом, знание методов оказания первой помощи никогда не будет лишним. И если вы для себя определили освоить их, то можете для обучения обратиться в Республиканский центр медицины катастроф. В общем, поздравляю вас с окончанием курсов. Разрешите вам вручить ваше удостоверение. Я надеюсь, что эти знания вам пригодятся, но редко. Не понадобится. Здесь надо будет расписаться. Значит, удостоверение выдается на 3 года. Теперь вы обязаны оказывать медицинскую первую помощь. Здесь ничего не расписано. Здесь нет. Ага. Да не, мы никогда не будем. Нет, но это все равно знать, как оказывать первую помощь, все-таки спасает жизнь людей. Все-таки есть шанс, да. Есть шанс на спасение жизни человека.